Всем привет! Давненько не виделись. Наконец-то все потихоньку улаживалось. Охота, рыбалка и лед. Еще остальные домашние дела уложились. Вот начинаю делать заказы клиентов. Сегодня будет только обзор. Смотрим только, любуемся, каких ножей можно заказывать. Ну, не секрет, что на носу Новый год. Хорошенький подарок для всех. И для охотников, и для рыбаков. Настоящий якутский нож от меня. От Бердыка. Смотрим. Кованый дол. Вот этот дол называется. Клеймо мастера. Кап березовый. В темном варианте, в темном. На что они способны, на канале видите. Как они режут, как они плавают. Так что неинтересно даже рассказывать. Ну вот, птичий хвост. Обратите внимание, никаких швов. Идеально. Этот кап очень редкий, такой расцветки. Вот. Все чистенько, гладенько. Сталь у них разные, так что не буду останавливаться. Ну, все они не дребезжат и не капают. То есть они готовы в любых экстремальных условиях. В прямом смысле. Открывается вот так. И характерный звук. Вот. Внутри деревяшка. Вот сам ножик. Да, кстати, этот нож уходит одному клиенту, который ждал, так, по-моему, очень-очень долго. Точно не могу сказать, не вспомню. Ну вот, долгожданный твой нож, как говорится. Так, это ножи, в основном якутские ножи отличаются от других. Ну, якутские мастера, как и я, ищем середину, золотую середину. То есть нож должен быть не только крепким, но и гибким. И нож должен быть, режущая способность не должна уходить, лезвие должен держать. Вот. А если он крепкий, то точить в наших, как говорится, тундровых условиях некого, нечем. Вот. И они должны поправляться сразу и быстро, чтобы нормально было. Ну а так, раз, если так, на то пошло 58, 60, 62, 64, но делаю по заказу такую крепкость. Некоторые предпочитают мягкость как раз. Почему? Потому что при резке дерева, при резке вот такой кожи, шкуры, разделки, чем мягче, чем гибче лезвие играет, в буквальном смысле. Ну, начала нет, а кончик-то играет. Тут он будет стоять, а тут он будет немножко так изогнут. Ну, микро, макро, макро. Ну вот, вот поэтому они гибкие, и при работе он очень быстро делает, разделку быстро делает. Вот в чем вопрос. А если тупой топорная крепкость, то он ловить-то от него нечего.
по идее, затупится все равно любой металл. Потом никак не будет поправлять, никак невозможно будет там его точить в полевых условиях. Этот ножик коротенький, 13, очень удобненький. Где там патронтаж, где по бокам. Ну, у нас, я лично люблю носить на заднице, как говорится. Потому что бок из машины выходишь, с левой стороны, с правой стороны. Ножик мешается, болтается с этой стороны. А вот на заднице, там где ничего нет, спина, тут максимум 15 сантиметров. 15 сантиметров. И где возле задницы. На сиденье не мешает. Все думают, что они мешают. Как заходите, поправляете и садитесь. Наоборот, удобнее там в спине. Вот. И будет цела и ножны, и подвеска, конский волос. Но он очень крепкий. Те, которые покупали, удивляются, почему он такой. Некоторые думают, что это даже леска. Как вы делаете? Расскажите секрет, спрашивает. Ну, тут секрета нету. Тут это просто конский волос плетеный. И он очень крепкий и не поддается солнечным ультрафиолетам, солнечного света. Вот такой вот шероховистый бычий хвост. Ну, в темном. Краска не уходит. Плавает. Для разделки мяса, для дерева, для обычному хорошему экстремальных условиях активному охотнику подойдут идеально. Вот. Ну, а расцветка ножен разная. Почему? Потому что мы не выбираем хвосты коровья, какими они должны быть. Но совет этого ножны вот такой вот. Это там не сало, а свет такой. Мы чистим, делаем все возможное, чтобы она там не растерялась и не запахла чем-то другим. Такого не будет. Засохло. Настоящий якутский нож. Не дребезжит, не капает. Что очень важно для тихой охоты, когда подкрадываешься. Вот очередной кап интересный. Тут тоже длина 12-13. Кончик округленный, чтобы удобно было ударить. При ударе не пострадала ладонь. Вот. Хотел уложиться за 3 минуты, но не получилось. За десяток пошли. Давненько не был на связи. Так. Ну, вот так заходим. И сразу до конца ударить. Все. Вот такие вот ножи, мужики. Можете заказывать. Телефончик на канале имеется. Там внизу где-то бумажка с номерами была. Через WhatsApp лучше позвонить или писать. Как говорится, кузнец не каждый день у телефона сидит. То все работает, выходит, заходит. Так что без обид, если кто пропущенный звонок у кого был. Что еще я хотел сказать? Ну, на носу Новый год. Давайте. Пока есть время, пока, как говорится, мастер ждет ваших заказов. Постарайтесь побыстрее улаживать свои дела. Собирать копейки, как говорится. И заказывайте. А то перед Новым годом, перед корпоративами всегда не бывает времени и заказывать, и денег. То все. А если есть возможность, сразу заказывать. И еще одно есть такое предложение. Я делаю такой метод уже, по-моему, 3-й год. Можете оплачивать частично. Есть такой метод. Не всю сумму сразу, а частично. Ну все, пожалуй. Дальше поговорим, когда созвонимся, спишемся. Тогда и встретимся. Следующий эфир будет, надеюсь, перед Новым годом.
я предоставлю вам иные изделия, кроме ножей. Увидимся.